Здравствуйте, мои хорошие! Салям! Сегодня мы вам расскажем адыгейскую сказку. Сказка называется «Волшебная гармошка». У одного бедного старика было 3 сына. 2 умные, а 3 дурак. Когда старик умер, старшие братья разделили между собой все, что осталось от отца. А дураку дали только спицу от колеса арбы. Да сказали, что и этого много. Ведь недаром говорят в народе: глупому сыну не оставляй наследство, не пойдет ему впрок. Арба – это повозка. Решили братья отправиться на поиски счастья. Старшие оставили имущество дома, а дурак захватил с собой все свое богатство – спицу. Шли они, шли, долго шли, а когда стало темнеть, вошли в лес. На ночь братья решили взобраться на какое-нибудь дерево и там просидеть, чтобы не встретиться с разбойниками. Старший брат и говорит: «Как же нам быть с дураком? Как поднять его на дерево со спицей?» «Позаботьтесь лучше о себе», – сказал дурак. «Я и сам заберусь на дерево». Старшие братья влезли на самую верхушку, а дурак уселся на нижней ветке. Сидит дурак, крепко держит спицу, не спит. Вдруг под деревом, на которое взобрались братья, остановились разбойники-абреки. Они возвращались из набега, устали, проголодались и решили поужинать. Собрали они много сухих веток, развели костер, положили мясо в котел, подвешенный над огнем. Долго варилось мясо. А когда было уже готово, и абреки собрались ужинать, с дерева вдруг упала спица. Это задремавший дурак уронил ее. Упала спица в кипящий навар и кипятком обдала всех абреков. Испугались они и разбежались в разные стороны. А все добро, что они награбили, остались под деревом. Тут дурак крикнул: «Слезайте, братья, заберите добро, вот и нам счастье привалило». Отдал он старшим братьям все богатство, а себе взял только мешок проса. И стал дурак топтать проса ногами. Проходил мимо один старик, увидел это и удивился. «Что ты делаешь?» – спросил он. «Хочу хоть раз досыта наесться каши», – ответил дурак. «Ты лучше продай проса мне, я тебе дам, что тебе нужно». А ничего мне не нужно. Дай мне гармошку». «А разве ты умеешь играть на ней?» «Не умею. Так, научусь». Достал старик из-за пазухи гармошку и отдал ее дураку, а сам забрал мешок проса. Сел дурак и стал играть на гармошке. И тут произошло чудо. Все звери стали плясать исламей. Исламей – это народный танец адыгейцев, разновидность лезгинки. Играет дурак, не переставая. Устали уже звери, не могут больше плясать и остановиться не могут. А медведь так едва на ногах стоит, держится за дерево и ходит вокруг него. Надоело дураку играть, спрятал он гармошку и лег спать. Как выспался, встал и пошел в город. Решил наняться в работники. Вдруг видит по дороге Пши. Пши – это благородный князь. Подошел он к Пши и говорит: «Возьми меня в работники». «А сколько потребуешь за год работы?» «5 рублей», – ответил дурак. Обрадовался Пши, что нашел такого дешевого батрака, и повел его к себе. На другой день дурак выгнал пастить быков, а сам сел на травке. Быки себе пасутся, а дураку
что делать? Скучно стало ему смотреть по сторонам. И тут вспомнил про гармошку и заиграл. Быки перестали щипать траву, прислушались. Да вдруг как пустятся в пляс. Целый день плясали без передышки. Вечером пригнал их дурак домой, а голодные быки стали стаскивать с крыши солому и жадностью поедать ее. И так каждый божий день. С утра до вечера играл дурак на своей гармошке, а быки плясали. И травинки не успевали они сорвать за целый день. И до того отощали, что осталась от них только кожа да кости. Видит Пши, вот-вот его быки подохнут с голоду. И решил он посмотреть, как пасет их новый пастух. Когда на следующий день погнал дурак быков в степь, Пши вышел за ним следом и спрятался в кустах. Пригнал дурак быков туда, где росла самая высокая сочная трава. Едва было видно в ней огромных быков. Но не успели они наклониться к травке, когда достал он свою гармошку и заиграл на ней. Тут же пустились быки в пляс. Забыли о траве. Не утерпел и Пши пустился в пляс. Сильно кололи его колючки. Не вынес Пши боли и громко закричал. Услышал его дурак, бросил играть и удивленно осматривается. А кто может кричать в степи, где кроме меня никого нет? Пши выскочил из кустов и помчался во весь дух в аул. Разве мог кто-нибудь узнать в израненном оборванце Пши? Мальчишки решили, что какой-то обрек забежал в село и натравили на него собак. Еще больше испугался Пши и со страху подпрыгнул так резво, что легко перемахнул через высокий забор. Только попал он к себе во двор, вышла на крыльцо его жена. И она не узнала в этом оборванце своего мужа. Но тут Пши заговорил, и она узнала его. Рассказал Пши жене о чудесной гармошке дурака. Удивилась княгиня. Ни за что не хотела поверить. Как эта гармошка может творить такие чудеса? Решил Пши проучить жену. Вечером дурак пригнал быков с пастбища. Пши позвал его к себе в домик и приказал ему сыграть на гармошке. Едва заиграл он, как княгиня пустилась в пляс. А проученный уже Пши велел привязать себя крепко-накрепко к столбу, так что не мог даже двинуться с места. Но и он не выдержал, и при первых звуках едва не разорвал веревку. «Ой, будь ты проклят, перестань сейчас же, не то я задохнусь!» – закричал Пши. Дурак положил гармошку за пазуху и пошел спать в сарай. Когда он уходил, услышал, как Пши говорит жене: «Давай прогоним дурака. Не то не будет нам покоя ни днем, ни ночью». На другое утро встал дурак пораньше, пошел к хозяину и говорит: «Если хочешь, чтобы я ушел, отдай мне половину твоего имущества. Не то я заставлю тебя и твою жену плясать без отдыха и днем, и ночью». Что было делать Пши? Почесал он затылок, подумал и отдал дураку половину своего богатства. Вернулся дурак к своим братьям, взял в жены самую красивую девушку аула, и стали жить они припеваючи. Коли не верите, что все это правда, спросите у княгини. Правда, я не знаю, где она сейчас живет. Да ведь узнать это просто. Любая соседка вам скажет. Вот так, мои хорошие. Гармошка, конечно, была волшебной, но каждый музыкальный инструмент в умелых руках может творить чудеса. До свидания. До новых сказок, драгоценные вы мои.